Здравствуйте, уважаемые телезрители! На канале НТС программа ТВ Кайгул. С вами я, Кубат Кубанычбекулу. Сегодня мы вместе с сотрудниками патрульной службы будем дежурить в столице. Думаю, будет интересно. Слишком борзые. Слишком опасные. Иногда и веселые. Ну, очень настойчивые. Я что, надо проще, что ли? Нет. А что ты меня тыкаешь и стоишь, а это... Программа ТВ Кайгул снова в эфире. Если после этого выпуска вам захочется с нетерпением увидеть следующий, то мы вас поймем. Срочный вызов. Диспетчер по рации сообщает, что в одном из увеселительных заведений драка. Через несколько секунд уже новое сообщение. На подмогу едет еще один экипаж с сотрудниками патрульной милиции. До места, куда направил диспетчер, нашей съемочной группе вместе с патрульными удалось добраться буквально за несколько минут. Тем временем на подмогу приехал еще один экипаж. Поступил вызов, что в одном из заведений произошла драка. Сейчас сюда направляются два экипажа. Эти молодые люди явно что-то не поделили. По приезду милиции все как могли пытались скрыть неприязнь друг к другу. Твердили, мол, никто патрульных не вызывал. А если окажется, что кто-то все же набрал 102, то его накажут. Ну а каким образом? Не объяснили. Номер, по которому позвонили в диспетчерскую и сообщили о драке, и вовсе отключен. Но через полчаса заявителя все же найдут. Точнее, он сам признается, но об этом чуть позже. Чтобы наконец узнать, кто и с кем конфликтует, мы зашли в это самое заведение. Любителей подвыпить хоть отбавляй. Но в зале ни администратора, ни официантов мы так и не встретили. Неожиданно один из молодых людей, стоявший в сторонке, заявил, что кто-то его ударил. Точнее, указал на двоих парней, с которыми он вел беседу в сторонке. Сотрудники попросили их пройти в машину, но их друзья явно были недовольны действиями милиции. Пытались даже силой остановить правоохранителей. Брат, сен шақырдың білей, Зеки?
Акеди! Заявление надо. Не tutulmaz. Hemen tekme sürüyor şuradan mı? Sürüyor işte dakika var var. Ne tutuyorsun? Sen bilirsin o aman ciro otkanında. He düştün geri. Buyur da ana vallahi. Buyur deyim vallahi. Buyur deyim vallahi. Ne? Buyur deyim lan. Evet hadi şu kafede oturasın mı? Şoy. Ana ot. Ben söyledim birle okup koydum. Хоть и силой, но нападавших парней все же удалось доставить в Свердловское РОВД. По их рассказам, они только приехали в кафе, говорят, не успели присесть, а тут кто-то до них, выражаясь их сленгом, докопался. Вот и хотели выйти на улицу и просто предупредить, чтобы больше так не делал. Но получилось, как говорится, то, что получилось. В здании РОВД в один момент они подошли к окну, открыли его, увидели, что стоят железные решетки, передумали. Помните, я говорил, что мы все равно узнали, кто звонил в 102. Он просто не хотел признаваться перед друзьями. Говорит, неправильно поймут. Меж тем в здание РОВД прибыл его знакомый. Со следователем они долго говорили. В итоге человек, которого якобы избили, отказался писать заявление против своих обидчиков. В итоге, после нескольких объяснительных, всех отпустили. Меня эта девушка, которая у ней живет, баланс телефона 05. Но есть моменты, когда проблему можно было бы решить и без милиции. Как говорится, сесть за стол переговоров, высказать все друг другу в лицо и спокойно пойти спать. Чего не сделали квартиранты и хозяйка. Обо всем поподробнее. 102 позвонила девушка, заявила, в холодную ночь хозяйка хочет выставить ее на улицу, тогда как она уже отдала плату за квартиру. Живут они на первом этаже в одном из жилых многоэтажек столицы. Почему они? Да потому что в одной квартире уместились сразу несколько семей. Да она даже не хозяйка. Какое имеет право меня выселять? Я отдала деньги. Куда я сейчас пойду? Начала истерить, говорить, что я ей мешаю спать. У нее в комнате какой бардак. Еще она заставляет нас убираться. Пусть за собой лучше следит. Каждый раз она не дает мне спать. Ходит туда-сюда, а утром мне на работу. Она младше меня, но совсем меня не слушает и не подчиняется. Оговаривается еще. Поэтому у нас конфликт. Мен күйеуім жақ аял болғанша бұл жерге қыздарды алып хозяинға айтқан мен төрт. Егерде дүйжүнгерге ушунчалык эле мындай эмең разногласия бүтүү жөнүндө ич Такие проблемы вы можете решить сами. Не нужно ругаться, не держите зла. Это прописано даже в религии. Вы своим поведением мешаете другим соседям. Так нельзя. После долгой беседы с сотрудниками УПСМ выяснилось, что хозяйка и не хозяйка, а лишь доверенное лицо. Женщина собирает деньги за жилье у квартирантов и отдает настоящему хозяину, которого ищут даже соседи. Хозяина можно как-то найти? Нас тоже оповестить. Нет, маған емес, объясняйтесь, вот им просто... Я тоже хочу спокойно жить. Бытовую баталию разрешить удалось. После профилактической беседы с сотрудниками милиции девушка, звонившая в 102, заявила, что не имеет никаких претензий к якобы хозяйке. Обещали быть сдержанней и решать все вопросы мирным путем.
17 ноября. Молодежь отмечает День студента. Дело, конечно, молодое, можно понять, но только если все происходит тихо и в рамках закона. Но, увы, пересечение улиц Тохтогола-Орозбекова, эпицентр увеселительных заведений, так называемая «золотая молодежь», похоже, решила повеселиться в разгар эпидемии. Здесь тебе и дорогие автомобили, напичканные звуковыми спецсредствами, девушки в мини-юбках, не обошлось и без потасовок. По предварительным данным, драки происходили в разных местах. Этого парня сотрудники патрульной милиции поймали, когда тот начал бежать от них, но далеко уйти у него все же не получилось. Задержали и его друзей. Экинчиден мен үйреніп тияқта кетіп қалсам сауып кетті. Сауып кеткеннен кейін мен деген демалып отырсам, сауып кеткен шоковое состояние, демалып отырсам мен қармашты. Сенде қанша отасың ана бізден? Не бізден қанша отасың? Байке, тоқта деп қиқылатқаннан кейін. Сіз бияқта ес алаттыңыз біле жолдыңды? Балдармен тұрамыз деді. А кімдер мұшташқанын көрген емес біліңіз? Жоқ. Бияққа баш иесі да, бірақ айтқанын қыласыз. А можно сопротивляться? Нет, ушел. Баш иеңіз керек те, мыйзам бойынша. Далее за патрульной машиной мы отправились в Первомайское отделение милиции. Стоило нам проехать 100 метров, как сотрудники останавливают машину, которая, по их словам, проехала перекресток на красный свет светофора. В салоне находились мужчина и его девушка. Последняя начала твердить, что это по ее вине молодой человек нарушил ПДД. Мол, по дороге они сильно поругались. Ошо, сіз демес бұлардың қызматын? Мы имеем право снимать вообще во всех общественных местах. Мы сейчас находимся на дороге, поэтому мы и снимаем. У нас все согласовано с сотрудниками. Ну это согласовано, но в законе написано. Почему в законе написано? Что мы имеем право снимать? Да, написано. Siz emne üçün maqul болып жатасыз, Байке? Мен сізге видео фиксациядан бері көрсетіп тұрмын. Өзіңіз бірінші тоқтатқанда мақул болғансыз, нарушение. Мақул емеспін дегенде жоқ. Я что, на допросе, что ли? Нет. Что ты не тыкаешь и стоишь, айтып 314 беренеде сіздің ұлттарыңыз жазылған. Сіз 10 күн И вот мы в отделении милиции. Сотрудники УПСМ должны передать молодых людей следователю. А дальше уже как будет. Кстати, это оказались студенты медицинской академии. Учатся на 2-м курсе. Им всем по 19 лет. Говорят, в драке они не участвовали. Их просто взяли и избили. Ну а от милиционеров убегали, потому что те догоняли. Многие могут подумать, в стране бушует эпидемия, а им лишь бы веселье до пляски. Нет-нет, это не кадры из красивого голливудского фильма, где на массовку выделены миллионы, а обычный клуб в южной части города. Эпидемиологи, милиционеры, дружинники в это увеселительное заведение нагрянули внезапно. Здесь также отмечали День студента. В помещении и яблоку негде упасть. Появление ревизоров, людей с погонами ничуть не смутило толпу. На сцене продолжали читать рэп. В заведении свыше 1500 человек. На прошлой неделе здесь проверяющие уже останавливали концерт. И вот опять повтор. Пока исполнитель допевал свою последнюю песню, в кабинете, где не так шумно, эпидемиологи пытались составить протокол. Ждали, когда администратор сообщит им паспортные данные. В это время у гардероба заведения началась давка. Ну
Ну а то, что такая авария не повлекла за собой человеческих жертв, очевидцы называют чудом. 3 машины BMW, Nissan и Toyota получили разного рода повреждения, судя по всему, в результате того, что тот самый Lexus протаранил Honda Fit, а после перевернулся. За рулем машины, спровоцировавшей ДТП, находилась девушка. Однако после произошедшего она не нашла слов, чтобы объяснить обстоятельства и причины аварии. Каким будет материальный ущерб, предстоит выяснить экспертам. Ровно так же, как и то, находилась ли виновница ДТП в состоянии алкогольного опьянения или же просто потеряла управление. На этом мы завершаем наш первый выпуск программы ТВ Кайгул. Оставайтесь с нами и берегите себя.